В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Быть ли памятником? Российские болельщики ликуют и предлагают увековечить вклад Игоря Акинфеева в победу над Испанией. Айсен Николаев подверг критике работу на местах по устранению последствий паводка в Якутии. 5 якутян удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Более 100 парковочных мест в Мирном в рамках благоустройства города ведут работы по строительству автостоянок. В Нерюнгри завершился межрегиональный джип-триал «Халлен-2018» по правилам мировой гонки HFC. Самая обсуждаемая новость последних суток – сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Соперником станет сборная Хорватии, которая обыграла также по пенальти в 1/8 финала команду Дании. Матч между Хорватией и Россией пройдет 7 июля в Сочи. Напомним, что российские футболисты накануне сенсационно обыграли сборную Испании, которую в этом матче считали фаворитом. И впервые в истории вышли в четвертьфинал. Победитель в матче был определен после серии пенальти. Вратарь сборной России, капитан команды Игорь Акинфеев отразил 2 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. А для испанцев мундиаль закончился. Победу отечественной сборной на улице российских городов вышли отмечать сотни тысяч болельщиков. Люди гуляли, скандировали «Россия чемпион», поздравляли друг друга с победой. Были слышны салюты и сигналы машин. Сигналы и салюты машин были также слышны в городе Якутске, где победу сборной, несмотря на глубокую ночь, также вышли отметить фанаты футбола. После матча президент России Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Владимир Владимирович пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время с визитом. Он отдал должное министерству и мастерству и высочайшему классу испанской команды, вместе с тем подчеркнув, что на этот раз тактика, выбранная тренерским штабом россиян, оказалась более верной. И президент России Владимир Путин присвоил якутянам государственные награды. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. Глава государства присвоил почетное звание «Заслуженный врач России» Аксинии Санниковой, врачу перинатального центра Национального центра медицины Якутии. Кроме того, медалью за спасение погибавших наградил Кирилла Иванова, студента транспортного техникума, а также Андрея Артемьева, слесаря-ремонтника, и Владимира Линейцева, слесаря-ремонтника. Оба сотрудники компании «Сахатранснефтегаз» наградил медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Работа по ликвидации последствий паводка подверглась критике руководителя региона. По словам Айсена Николаева, на местах работа не ведется должным образом. В Амге, к примеру, не ведется работа с социально незащищенными слоями населения. В Зырянке и Среднеколымске не ведется работа вообще. Ранее указом Николаева резервный фонд для помощи пострадавшим был увеличен до 257 миллионов рублей. Первую помощь республики получили. Там попали 681 человек. Так. Николай, у нас график есть? Николай, подожди. График есть? Николай Архипович, подожди, говорю. Ты еще раз говорю, вот о мерах, которые вы проводите на местах, мы знаем, так информация есть. Вместе с тем, у заместителя министра Российской Федерации по чрезвычайным ситуациям, у первого зампреда правительства есть четкое убеждение в том, что социально незащищенные слои в Амге, так, они от вас достаточно внимания не получают. Оба они это доложили, оба они с людьми встречались, жалобы есть, поэтому убедительная просьба в кратчайшие сроки здесь порядок навести. Здесь никаких не должно быть там
там у кого-то закрепили и так далее. Вы должны ежедневно, ежечасно это сами лично проверять, и глава села также. Это же серьезнейший вопрос, потому что понятно, что соцобъекты восстановлены, понятно, что те, кто более-менее может самостоятельно это сделать, смогут это сделать. А как это сделают инвалиды или те люди, у которых нет таких возможностей сейчас? И сегодня Айсен Николаев встретился с руководством Почты России. В регионе находятся 9 управлений. Такие регионы, как Чукотка, Камчатка, Магадан, тоже входят в это число. В ходе совещания обсудили вопросы развития почтовой инфраструктуры, рассказали о деятельности предприятия. Директор макрорегиона Дальний Восток Виталий Смирнов попросил переселить 143 отделения Почты России в отдаленных наслегах в многофункциональные центры, а также продлить преференции по налогам. Айсен Николаев выразил готовность к открытому диалогу и готовность реагировать на обращение руководства. Почта России занимается не только приемом и выдачей корреспонденции, также здесь оплачивают коммунальные услуги, получают пенсию и не только. В Якутии во многих населенных пунктах это единственный способ связаться с миром. Между тем, кандидаты на должность главы республики начали сдавать документы в Центр избирком. Сегодня документы в ЦИК Якутии сдал Айсен Николаев. В своем интервью руководитель региона отметил поддержку общественности, когда принимал решение о выдвижении своей кандидатуры на предстоящие выборы главы Якутии. Я благодарю наше землячество улусов, благодарю национальные наши общины, благодарю всех тех жителей республики, которые меня поддержали в этом начинании. Это поддержка очень важна и нужна для меня. Я считаю, что якутяне сейчас нуждаются не в громких каких-то заявлениях, хлестких заявлениях, а нуждаются в абсолютно конкретных делах, направленных на улучшение их жизни. И таких конкретных дел у нас много. Мы сейчас должны срочно заняться аварийно-восстановительными работами после разрушительного наводнения. Вот буквально сегодня я проводил совещание вместе с улусами по данному вопросу. Мы должны в ближайшие месяцы стабилизировать наш бюджет, сбалансировать его. Это тоже очень непростая задача. Якутия отмечает День реки Лена. Ежегодно в честь этого экологического праздника проводятся различные мероприятия. В Ленске день начался с праздничных торжеств. После обеда предприятия и организации города очистили берег реки от мусора. В этот день на улице Набережная около стелы городское управление культуры для всех горожан и гостей города организовали праздничный концерт, во время которого состоялся обряд освящения реки. Творческие коллективы исполнили праздничные номера. Завершилось мероприятие дружеским танцем «Асоха». Является главной транспортной артерией Республики Саха-Якутия, по которой осуществляется завоз всех грузов, в том числе и северный завоз. То есть сегодня река Лена является кормилицей на протяжении всей своей протяженностью. Люди занимаются рыбоводством, приезжают на берег реки Лены, отдыхают на праздновании этого дня. Самое главное то, что мы должны своим детям, внукам, своим потомкам оставить чистую реку, куда можно будет приходить и отдыхать, и любоваться красотами нашей великой якутской реки под названием Лена. После обеда в рамках Дня реки Лена Комитет по молодежной и семейной политике совместно с волонтерами Лучи-Ленска организовали субботник. Ребята убрали территорию вдоль берега реки. Самая главная проблема нашего берега – это мелкое стекло. Сейчас в связи с тем, что нет пляжа, и жителям города приходится загорать здесь, прямо не отходя от города на берегу, вдоль берега, оказывается очень много стекла. Ребятишки бегают, это очень травматично. Предприятия и организации тоже не остались в стороне. Они вышли на уборку коллективами. Городская районная администрация, предприятия авторемонтных мастерских, сотрудники «Газпромтрансгастонск» и ДДС откликнулись многие. Более полусотни человек, вооружившись всем необходимым, за пару часов очистили практически весь берег, собранный кучей мусора. Тоже принимаем участие, потому что мы любим нашу речку Лену, мы отдыхаем, купаемся. И поэтому хотим привести в порядок береговую полосу реки Лена, которая постоянно засоряется. Берег реки чист, и хочется надеяться, что жители будут поддерживать его в таком состоянии. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. День реки Лены не обошел стороной Якутск. На главной площади столицы собрались десятки горожан. Алексей Лукьяненко продолжит тему.
Многометровая ткань выполняет роль реки. Маленьким якутянам на простых примерах объясняют, как беречь величественную реку Лену. Для тех, кто постарше, книги и брошюры о защите экологии. Я очень рада, что я сюда пришла. Очень только положительные эмоции. Всегда, когда праздник, всегда заряжаешься только прекрасными чувствами. Дорогие жители, гости столицы, поздравляю вас с праздником реки Лена. Поздравляю вас от всех бэтменов, супергероев. День реки Лены учрежден 5 лет назад. Ее цель – сохранить биоразнообразие водоема. Именно человеческий фактор, считают эксперты, влияет на состояние Лены. Мы должны уделить внимание проблеме затонувших судов, которые находятся на акватории реки Лена и несут экологический риск для водных акваторий. Ну и, конечно, вопросам реки Лена надо уделять большое общественное внимание. На главной площади Якутска в честь Дня реки Лены прошел экологический праздник, выставки, конкурсы, лекции и особый подарок для всех Лен. Всем Ленам, которые носят великое имя нашей реки Лена, подарили бесплатные билеты в кинотеатр Лена. Также для них с хэштегом «Я люблю реку Лена» идет фотографирование. Это бесплатная фотосессия. Всем с праздником! Это анархия! Поздравляю всем с праздником реки Лена! Алексей Лукьяненко, Павел Пахомов, Якутск. А сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее на телеканале Якутия-24. Трагедия в Намском Улусе. Сегодня во время купания утонули мать и ребенок. Более 100 парковочных мест в Мирном в рамках благоустройства города ведут работы по строительству автостоянок. В Нерингри завершился межрегиональный джип-трейл Халленд-2018 по правилам мировой гонки PFC. В эфире телеканал Якутия-24. Мы продолжаем наш выпуск. Сегодня в местности Романовка Намского района утонули женщина и ребенок 13 лет. Сообщение о трагедии поступило в скорую помощь от очевидцев. Это произошло на протоке реки Лена. Как только что сообщили наши корреспонденты, тело женщины нашла поисково-спасательная группа. Поиски утонувшего мальчика продолжаются. По предварительным данным, это мать и сын. Во время купалки мальчик стал тонуть. Мать пыталась спасти его и тоже ушла под воду. Сейчас работают психологи на месте с детьми, которые были рядом на месте происшествия. И вот вечером должны подъехать из службы спасения работники, водолазы. Но надеемся, что тела от тонувших граждан найдется. Мы продолжаем наш выпуск. 127 человек, в том числе 102 ребенка, заболели ОРВИ на прошлой неделе в Мирном. Как сообщает сайт администрации города, по данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка удовлетворительно стабильная. Массовых заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии не зарегистрировано. На данный момент заболело 13 детей. Ну и медицинский осмотр за один день. Утром сдать анализы и пройти функциональные исследования, а уже вечером получить заключение врачей. В Нерингринской центральной больнице с сегодняшнего дня изменен график работы. Лабораторные функциональные диагностические исследования будут проводиться с 8 до 16 часов, а прием врачей, специалистов до 20 часов. По субботам время работы регистратуры установлено до 12. В больнице отмечают, что в августе планируется открытие кабинета диспансеризации. Почему это было сделано именно сейчас? Потому что летний период, сейчас более благоприятное время для таких вот изменений, которые мы планировали уже более года. Соответственно, что сподвигло, это то, что работодателям неудобно, то, что в рабочее время у нас работники идут и проходят комиссию врачей.
Между тем, в нескольких мирнинских медучреждениях обустраивают дополнительные автостоянки и парковки. В столице Алмазного края в полном разгаре работы по благоустройству города. Ремонт ведут в микрорайоне Заречный, в инфекционном отделении, по Чернышевскому шоссе, в наркодиспансере, в стоматологии и гинекологии по шоссе 50 лет октября, а также у фасадного входа детской и взрослой поликлиники. 10 автостоянок и более 100 парковочных мест планируют завершить уже в середине июля. Отметим, что вопрос схемы выделения бюджетных средств на эти цели удалось решить только в этом году. Сейчас уже идут заливочные бетонные работы, все демонтажные работы выполнены, перенос ограждений выполнен. Вот осталось только будет залить, подождать, пока высохнет бетон, нанести разметку, установить дорожные знаки, в принципе, и работу можно будет принимать. Я думаю, что, скорее всего, вот до середины июля подрядчик должен будет завершить. Если не подведет нас сам подрядчик, если не подведут погодные условия, дадут отработать, то к этому периоду мы все-таки рассчитываем закончить. Завтра жители некоторых улиц города Ленска останутся без света. В связи с проведением ремонтных работ предстоит временное ограничение электроснабжения с 14:30 до 16:30. Список улиц, которые попадают под отключение, вы сейчас видите на своих экранах. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба района. Предприниматели в России с 1 июля должны перейти на новые кассовые аппараты. Нововведение касается тех бизнесменов, которые работают на временной и патентной системе налогообложения, используют труд наемных работников. По оценкам Федеральной налоговой службы, под это описание в стране попадают 950 тысяч предпринимателей. В основном это малый бизнес. Эксперты посчитали, что закупка новых аппаратов обойдется предпринимателям примерно в 31 миллиард рублей. О плюсах и минусах нововведения в материале нашего корреспондента Анастасии Кобызевой. Идея заняться бизнесом у меня была зрела давно. В принципе, да, бизнес потом это способ реализации своих возможностей, своих желаний, да, и как приятный бонус это зарабатывание денег. Перерастет ли в основную работу, Егор пока не думает. 2 недели назад открыл бизнес. Начинающий предприниматель, экономист по образованию. Риски уже просчитал. Первым делом установил онлайн-кассу. Проблем не возникло. На сбор документов, покупку и оформление техники ушло 3 дня. Сейчас предприниматель знакомится с новым аппаратом и уже нашел несколько преимуществ. Онлайн-касса для предпринимателей полезна тем, что формирует отчеты, и можно удаленно следить за своими доходами, не будучи даже не в городе Якутске. То есть можно отдыхать где-то на море и смотреть, сколько продажи были за сегодняшний день. Цена кусается, признается Егор. Покупка онлайн-кассы заметно ударила по кошельку предпринимателя. Но, в общем, это все у нас вышло где-то 29 тысяч. Это со всеми, скажем так, подключится сам кассовый аппарат, фискальный накопитель для пробивки штрих-кода и обслуживания у сервисного центра. Предприниматели выйдут из тени, считают в налоговой службе. Проверок станет меньше, налогов больше. Основные преимущества от внедрения онлайн-касс. Налоговые органы будут автоматически получать каждую сумму, пробитую через контрольно-кассовую технику, и будут видеть выручку того или иного индивидуального предпринимателя либо организации в разрезе на каждый день. За неприменение контрольно-кассовой техники штраф на организацию 30 тысяч за каждый случай неприменения. На индивидуальных предпринимателей и должностных лиц организации штраф 10 тысяч за каждый случай неприменения контрольно-кассовой техники. Применение новой кассовой техники даст дополнительные возможности и для потребителей. Самым главным плюсом станет то, что даже при потере или порче чека покупатель сможет вернуть или обменять товар ненадлежащего качества. Это станет возможным благодаря тому, что все данные о покупке будут сохранены в фискальном накопителе. Изменить или удалить данные будет невозможно. Реформа началась 2 года назад. Сегодня только в Якутске и пригородах установлено 6,5 тысяч онлайн-касс. Не использовать новые аппараты можно, но лишь в отдаленных районах Якутии и при отсутствии торговли подакцизными товарами – алкоголем, бензином, табаком. Конечно, в таком случае проверок налоговой службы избежать не получится. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Якутск.
До начала первых международных интеллектуальных игр осталось меньше недели. Они стартуют уже в это воскресенье. Участие в играх примут более 800 одаренных детей. Из них около 200 составляют иностранные школьники. Около 100 школьников из российских регионов и 500 детей из Якутии. Международные интеллектуальные игры пройдут с 8 по 15 июля в Якутске. Прямую трансляцию открытия и закрытия игр вы сможете увидеть на телеканалах НВК «Саха» 8 и 14 июля соответственно в 20:00 по местному времени. В Северо-Восточном федеральном университете начал свою работу единый колл-центр. Он включает 5 сервисных инструментов для привлечения абитуриентов университета. Теперь будущий студент может получить необходимую информацию, позвонив по телефону, через официальный сайт или даже по мессенджеру WhatsApp. Возможности новых технологий для поступающих оценил Александр Зубехин. Приемная кампания в главном вузе Якутии в самом разгаре. В этом году Северо-Восточный федеральный университет примет 4500 абитуриентов. Как собрать необходимые для поступления документы? В помощь новые технологии. Преимущество подачи документов через колл-центр и через интернет-страницы, это у нас получается получение ответов в режиме онлайн, также уточнение по перечню необходимых документов. И именно с этим уже готовым пакетом документов он может записаться на прием в отборочную комиссию. Первый контакт по телефону. Сотрудники колл-центра не консультируют абитуриентов, помогают. Я отвечаю на звонки, которые поступают в наш колл-центр, и мы им всем отвечаем, даем правильные ответы, куда подходить, помогаем нашим абитуриентам для поступления в Северо-Восточный университет и даже назначаем им встречи, чтобы они подходили без очереди в назначенное время. Это для удобства абитуриентов. Не только в интернете или по телефону. В колл-центре готовы ответить и через популярный мессенджер. А когда задаешь вопрос по WhatsApp, ты уже получаешь на него ответ в виде контакта. И преимуществом здесь является, первое, если у меня есть какой-то коммуникационный барьер, я не могу задать вопрос по телефону, я его смело задаю через WhatsApp и получаю на него ответ. Второе преимущество – это опять-таки преимущество экономии времени. За неполные 2 недели работы колл-центра 900 обращений. В Федеральном университете задумались, собираются перевести колл-центр на круглогодичный режим работы. Александр Зубехин, Григорий Хлопков, Якутск. И вновь к новостям спорта. Сегодня во всем мире отмечает День спортивного журналиста. Спортивные состязания – это то, что всегда объединяло и сплачивало страны и континенты. Праздник появился в 1995 году по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Спортивные журналисты – это люди, которые всегда в курсе всех последних отраслевых новостей. В национальной вещательной компании «Саха» уже давно работают известные корреспонденты, которые часто освещают спортивную жизнь Якутии. О тех, у кого сегодня профессиональный праздник, расскажет Кристина Якупова. Работа – это любимое хобби, рассказывает журналист Ниргуяна Егорова. Главная страсть – спорт. Чемпионаты мира, Олимпийские игры, национальные соревнования. Буря эмоций. Любовь к спорту с детства. Привили родители, фанаты фигурного катания и биатлона. Когда не бываю, долго на соревнованиях, мне прям хочется этого драйва, спортивного азарта. Без этого я вообще долго никак не смогу. У меня внутреннее я уже начинает чахнуть. Сохранять холодную голову, наблюдая за спортивными баталиями, сложно, иногда невозможно. Буря эмоций и переживаний превращают каждый материал в нечто очень личное. Я понимаю, что у нас есть какие-то свои правила, но я болельщик в том числе, причем очень ярый и очень эмоциональный. Я могу всплакнуть запросто. Могу всплакнуть, когда звучит гимн России в честь нашего спортсмена. Это могут быть слезы радости, это могут быть слезы от обиды, от поражений, потому что, по-моему, я воспринимаю как свою личную победу или как свое личное поражение.
Газета, сайт, радио, телевидение. Николай Бестинов словно многоборец, развит всесторонне. Спортивной журналистике 10 лет. В школьные годы занимался вольной борьбой, но профессионалом так и не стал. Однако в личной копилке Николая интервью с чемпионами мира, Олимпийских игр, призерами различных соревнований, легендами спорта. Я объездил весь свет от Лас-Вегаса до Рио-де-Жанейро, там Сеул, Азию, Европу. И даже был в Олимпийских играх. Поэтому очень нравится. Работаю вообще от души. Не жалею, что связал жизнь со спортивной журналистикой. Журналисты и спортсмены похожи. Жизнь каждого нон-стоп. Напряженный график 24/7. Каждый день надо следить. На разных сайтах, в газетах читать, да, последние информации. Это надо быть фанатом. Да. Я всегда с детства записывал, да, кто где побеждал. Неважно, любые виды спорта. Да. Ни за что не променяют спортивную журналистику. В один голос заявляют Ниргуяна и Николай. Эмоции, азарт и гордость за атлетов. Такого нет нигде. Осознание, что это вообще, оказывается, мое. Это моя тема. Очень легко дается эта работа. Это не работа, а удовольствие. Кристина Якупова, Дюлус Иннокентьев, Якутск. В Нерюнгри завершился межрегиональный GIF-триал Халленд-2018 по правилам мировой гонки RFC. Организаторами такого масштабного мероприятия традиционно является спортивная техническая платформа «Экден». За ходом соревнований следила Александра Цыбикова. На второй день спортсмены со своими экипажами из Якутска, Тынды, Алдана и Нерюнгри показывали всю красоту данного вида спорта. Организация такого мероприятия – это большой шаг в поддержку развития автоспорта в Южной Якутии. Конечно, у зрителей за эти 2 дня появились свои любимчики, а кто-то намеренно приехал, чтобы поддержать своих близких. Пришли участвовать, болеть за нашего друга Карифана. Под номером 122 его машина выступает. Уже 2-й год он выступает. Мы за него сильно болеем. Чудесное настроение, даже в плохую погоду настроение на 5 баллов. Ландшафты нерюнгринской природы в точности соответствуют мировым стандартам RFC. Прохождение небольших по протяженности спецучастков с лимитом времени в 15 минут. Большое значение имеют мастерство пилота, мощность двигателя машины, скорость сматывания лебедки и высокая прочность внедорожника. Несмотря на дождь, члены экипажа, переходя вброд по пояс в воде, вытаскивали своих увязших в грязи железных товарищей, чтобы стать победителями в своей категории. Мы популяризируем технические виды спорта, вообще в целом автоспорт у нас здесь в городе Нерюнгри, в районе, в регионе. Но и также хотим привлечь массы внимания к нашему направлению и движению экстрима. Мы хотим здесь сделать для нашего будущего поколения огромную спортивно-техническую платформу. Золото в категории «Хат» забрал Дмитрий Дмитриев с города Якутск. В классе «Медиум» Тимур Степанов, город Якутск. А в категории «Лайт» победу одержал нерюнгринец Алексей Зуев. Успешное проведение соревнований позволило Нерюнгри стать площадкой для отборочных соревнований на мировой этап гонок на внедорожниках, который пройдет в следующем году в Малайзии. Поэтому, без сомнений, все участники и нерюнгринцы будут с нетерпением ждать межрегиональный GIF-триал Халленд-2019. Александра Цыбикова, Лилия Ягудина, Нерюнгри. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами. Удачи вам.